треснул мир напополам, дымит разлом. Черно-белый квадрат стал символом разделения общества на тех, кто давно за, и тех, кто все еще пытается быть против. Причем первым приходится страдать из-за вторых. Обязательное подтверждение в общественном транспорте наличия вакцинации – это, пожалуй, уже близкая к крайней мера. Дальше, видимо, только полная изоляция тех, кто без прививки. А как же еще заставить человека позаботиться о здоровье своем и близких? Медики 2 года в этой битве. Теперь бой принимают транспортники. Все силы брошены на то, чтобы не создавать большой поток людей, чтобы люди не задерживались и с комфортом воспользовались нашим транспортом. Страшно, но куда деваться? Выводить на светлую сторону тех, кто все еще оставался в тени, придется в первую очередь кондукторам. Назия Хусаинова работает в трамвае 25 лет. Теперь вот кроме валидатора рабочим инструментом станет и смартфон. Бабушка или дедушка зайдет, я могу вот так проверять. Непривычно, конечно, будет сначала, а потом уже через круг привыкну. Ежедневно на маршруты города выезжает 85 трамваев и 154 троллейбуса. Все не обеспечены? Все не обеспечены телефонами. Это, конечно, пока еще репетиция, или, правильнее сказать, учение перед настоящей битвой с теми, кто попытается нарушить новые правила. Обещают, что в первую неделю будет и усиленная группа поддержки. На линии ежедневно будут работать совместно с кондукторами отдел КРО и ТРовский состав. Также в часы пик будет выходить на помощь кондукторскому составу. Думаем, справимся с данной задачей. Ежедневно на каждом вестибюле будет стоять по 2 проверяющих, по 2 контролера. Первую неделю мы будем своими силами. Это подключены все сотрудники метрополитена. На сегодняшний день предприятие набирает у нас в штат людей от 18 лет, которые будут помогать проверять QR-код. Мы рассчитали свои силы, мы рассчитали вообще структуру нашего пассажирского транспорта. Нужно сказать, что 2582 единицы, они все нами рассчитаны, подсчитаны. Сюда вошли и автобусы, и трамваи, и троллейбусы. Мы четко понимаем состав водителей, кондукторский состав, то есть те силы, те средства, которые помогут нам эту работу произвести. На случай конфликтов силовые структуры уже наготове. В метро они всегда дежурят, и сюда без нужного квадрата просто не пройти. На земле же обещают тоже прибыть по первому зову. Пассажир без кода должен покинуть транспорт, как минимум на следующей после проверки остановки. Плата за проезд будет взиматься только после предъявления QR-кода. Пригородные и междугородние перевозки внутри республики не исключение. Также запрещена продажа билетов в кассах автовокзалов, автостанций без предъявления указанных QR-кодов. Кроме того, для определенной категории граждан, это 60+, приостанавливается действие льготных транспортных карт, то есть это проездных билетов. За пределы республики можно будет уехать без кода, а социальный проездной снова заработает, как только его владелец примкнет к числу получивших обе дозы вакцины. У нас автоматизированная система оплаты проезда, она синхронизирована с системой Минздрава, и все эти сведения поступают практически в ежедневном режиме на постоянной основе. Приниматься только в транспорте будут 3 вида QR-кодов. Собственно, те, которые присылаются после полной вакцинации, те, которые выдаются на полгода переболевшим, и 3-й вид QR-кода – медицинский отвод. Чтобы получить последний, для начала нужно обратиться к терапевту, но выдают не всем. Медицинский отвод выдается строго по показаниям. Что это такое? Это значит, что наличие просто хронического заболевания, к примеру, не является медицинским отводом от вакцинации. Не надо, пожалуйста, уважаемые жители нашего города и нашей республики, пытаться с этой позиции заходить в поликлинику. Очень узкий сегодня спектр реальных медицинских отводов от вакцинации. Это тяжелые аллергические реакции в анамнезе, это возраст до 18 лет, это для ряда вакцин беременности, кормление грудью. И если срок справки еще не истек, потому что есть справки, которые на 2 недели, на месяц, и уже у них срок истек, тогда им нужно прийти и переоформить это на справку с QR-кодом. Еще одно новшество, которое уже работает. В МФЦ теперь можно получить те самые справки с теми самыми кодами в бумажном виде.
Если, конечно, есть прививка и медицинское учреждение внесло все данные в систему. Регистрироваться на госуслугах и подтверждать личность до похода в МФЦ теперь не нужно. Обещают, что процедура займет минут 5 времени. Если для создания личного кабинета в ЕСИ надо лично было приходить, и, к сожалению, мы очень большое количество проклятий получали в свой адрес, что у них мама пожилая, дедушка, к вам водить тяжело, народу много. Здесь же появилась простая, обыкновенная доверенность письменная. Даже лично приходить не обязательно, чтобы получить бумажную версию желаемого квадрата. Сделать это может родственник, сосед, старший по дому или еще кто-то, получивший доверие. Если есть у вас пожилые люди, или есть, допустим, мы сейчас про студентов говорим, чтобы не заполоняли, мы предлагаем старостам просто-напросто, письменные доверенности от руки написать, он придет и получит за всю группу эти сертификаты. То есть это очень важный момент, подчеркиваю, что по доверенности письмен, не нотариально заверенный сертификат тоже можно сейчас получить. Словом, у честно вакцинированных, переболевших и имеющих официальный медотвод проблем в транспорте с понедельника быть не должно. Электронные коды приходят автоматически. Тем же, кто не успел получить бумажную справку, видимо, один раз придется воспользоваться поездкой в МФЦ на такси. В очередной раз придется набраться терпения всем сторонам этого процесса. Все наши перевозчики – это или средний, или мелкий бизнес. Тем самым мы их в обиду или бросать просто так на произвол судьбы, разумеется, не будем. Мы ищем методику, каким образом будем выявлять эту упущенную выгоду. Я бы попросил наших пассажиров не вымещать свое негодование на кондукторах, на водителях. Они выполняют свою работу. Мы работаем как в военном режиме, поэтому перенесли вакцинацию массовую. Наверное, думаю, что и с этим тоже справимся. Зуфар Давлетшин, Андрей Ключников, Роман Безменов. 7 дней.